Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика», в студии я, Лейла Муртазова. В Москве состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Рамзаном Кадыровым. Руководитель субъекта доложил о наиболее важных направлениях развития субъекта, требующих внимания и участия федерального центра. Об инвестиционных проектах в главе государства. Также президент страны поинтересовался, как обстоят дела у бойцов из Чеченской Республики на линии фронта, условиях несения службы и оснащения. Глава региона сообщил об успехах республиканских подразделений в зоне проведения специальной военной операции и отметил, что Владимир Путин не оставил ни один вопрос без внимания, и каждая встреча с ним проходит плодотворно и заканчивается его поддержкой и вниманием. В Грозном прошло мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В торжественной обстановке бойцам республиканских подразделений передали государственные награды. Материал с места событий подготовил Турпал Тайсумов. За каждым подвигом стоят люди, доблестно отстаивающие честь и безопасность Родины. Именно таких поздравляли во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. По случаю Дня защитника Отечества здесь находятся многочисленные командиры подразделений МВД и Росгвардии, а также официальные лица, в числе которых министры и главы муниципалитетов. Вечер был открыт с показа памятного ролика о человеке, заложившем огромную надежду на скорейший мир и порядок в субъекте, первом президенте Чеченской Республики, героя России Ахмате Хаджи Кадырове. Он с самого начала выступал за прекращение военных действий и объединение с большой страной, чтобы вместе подавлять международный терроризм. К сожалению, ради этого он отдал свою собственную жизнь. Его дело продолжает Рамзан Кадыров, руководитель региона. Председатель парламента субъекта Магомед Даудов озвучил приветственный адрес от имени главы Чеченской Республики. В своем обращении ко всем участникам мероприятия генерал-полковник назвал действующих сотрудников военных ведомств истинными патриотами и бесстрашными защитниками всего государства. Кроме того, он напомнил, что десятки тысяч чеченцев мужественно сражались на фронтах Отечественной войны, защищая Москву и Сталинград, Минск и Варшаву, и вносили вклад в общую победу. И в это время Сталиным было совершено преступление, выселив народ в Сибирь и Среднюю Азию, не имеющее сроков давности и оправдания. Дорогие друзья, я поздравляю вас и всех военнослужащих с Днем Защитника Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто поставил себя служению Родине. Чеченцы героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны, самоотверженно воевали под руководством нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, с террористами на Северном Кавказе и сейчас ведут ожесточенную борьбу с нацистами в зоне СВО. Наши бойцы всегда демонстрировали патриотизм, воинский дух и отвагу. Уверен, что их мужество и стойкость станут примером для будущего поколения. Сегодня, как никогда, мы должны быть готовы отстоять национальные интересы нашей великой страны под руководством Верховного Главнокомандующего президента России Владимира Владимировича Путина. Ахмад сила, Россия мощь, Аллаху Акбар. Церемония награждения отличившихся дополнила вечер. Указом президента Российской Федерации орденом мужества за отвагу и самоотверженность были награждены полковник полиции и временно исполняющий обязанности начальника управления МВД России по городу Грозному Гаербек Делимханов, начальник отдела по делам несовершеннолетних города Аргун Алихан Идрисов. Медалью за отвагу награждены 3 командира спецподразделений МВД по Чеченской Республике: Вазраил Гучигов, Рахим Балатханов и Шамиль Хусаинов. А начальник управления гостайной администрации главы и правительства субъекта Хизер Элимбаев получил медаль ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени. Здесь же указом главы Чеченской Республики высшей наградой региона орденом Кадырова были поощрены командир взвода огневой поддержки 3-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона войсковой части 34504 Ваха Сааев, командир 1-й мотострелковой войсковой части 40-318 Зелимхан Батукаев. Кроме того, по инициативе Рамзана Кадырова от общественного фонда ему вручили документы на квартиру. Еще 3 сотрудникам взводов МВД было присвоено звание Героев Чеченской Республики КОНАХ. Среди них, к примеру, был Исмаил Ганшаев, подполковник полиции по субъекту.
Командир 4-го взвода 4-й роты полка полиции Ахмат по охране нефтегазового комплекса Майруди Берсанукаев стал обладателем медали памяти Ахмата Хаджи Кадырова, первого президента Чеченской Республики. После поощрительной церемонии командир спецназа Ахмат, заместитель командующего 2-м армейским корпусом вооруженных сил Российской Федерации Апти Аулудинов подчеркнул, что чеченский народ всегда сражался за государство против внешних врагов, которых в нашей истории было немалое количество. И сегодня они в очередной раз это подтверждают, успешно выполняя задачи в зоне проведения специальной военной операции. Я хочу поздравить всех тех, кто приложил свои усилия. В первую очередь сегодня уже Рамзана Ахматовича Кадырова, всю его команду, всех бойцов, которые сегодня находятся на передовой, всех тех, кто дома помогает направлять туда все, что необходимо на передовой. Аймане Несиевну за то, что она уделяет огромное внимание фонду имени Ахмата Хаджи Кадырова, всем, кто в этом фонде работает, потому что они наравне с нами круглосуточно делают, можно считать, ту же самую работу, доставляя то, что нам необходимо, на фронт. Муфтий субъекта Салах Хаджи Межиев обратился к собравшимся, рассказав им историческую значимость чеченцев для России. По его словам, императорской и советской властью наш народ на протяжении долгого времени подвергался репрессиям, невозможностью заниматься своей религией. А сегодняшние реалии показывают, что Россия многоконфессиональна, не на словах, а на деле. Открыто множество мечетей, которые продолжают возводиться. Любой желающий изучает Коран и занимается всем дозволенным, благодаря деятельности руководства в лице главы региона и президента страны. تغنلر وين كرا دولش هو نعمتي هو بركتي هو مرشوني ويا قاشر بحن أحمد حاج دال غزو قبول دولسون دال إذا ويقوم خارجن وين ولردو دال إز حلق وقردو دال شونجا يبوق نق بيتردو دال ويزن شونج بي دال خارجن شونج بي دال نتسبل شونج بي دينال دال شونج بي يبلغش بلوش باتس. Для поднятия боевого и мужественного духа перед зрителями с яркой программой выступили артисты чеченской эстрады. Тур Палалита Исумов, Моусар Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести. Чеченская республика. 23 февраля – трагическая дата в истории чеченского народа. Почтить память невинно погибших на территории мемориала памяти прибыли официальные лица региона, религиозные деятели, сотрудники силовых структур. Обо всем по порядку. Мадина Кураева. Многочисленные официальные лица, руководители министерств, а также военных ведомств собрались у мемориала памяти, чтобы выразить слова скорби. Председатель парламента региона Магомед Даудов зачитал обращение руководителя субъекта, где политик отметил трагичную жизнь людей того времени, которая продлилась целых 13 лет. Дорогие соотечественники, сегодня исполнилось 80 лет со дня одного из самых трагических событий, которое оставило глубокий след в истории нашего народа. 23 февраля 1944 года по преступному приказу палача Сталина началось тотальное выселение чеченцев с родной земли. В 6 часов утра в каждый дом вошли вооруженные солдаты, которые приказали людям в течение 2 часов собрать вещи, а после под конвоем повели их к железнодорожной станции. Растерянных, не понимающих, что происходит людей, загоняли в вагоны для перевозки скота и увозили из заснеженной степи Средней Азии и Сибири. В 11 часов утра 23 февраля Берия доложил Сталину: выселение проходит нормально, заслуживающих внимания происшествий нет. А вечером устроил в Грозном застолье. По мнению сталинского пса Берии, не заслуживали внимания убийства сотен жителей горных районов, стариков, женщин и детей, в том числе с села Хайбах, которые сожгли заживо в колхозной конюшне. Что месяц дороги в битком набитых вагонах люди умирали от голода, холода и болезней, а трупами чеченцев был усеян весь путь следования составов до Казахстана и Киргизии. А между тем на фронтах Великой Отечественной войны за свободу и независимость своей родины сражались тысячи доблестных сынов чеченского народа, но их ожидала такая же участь. Мы должны знать и помнить о выселении, о духовном подвиге нашего народа, сохранившего себя в ссылке как нацию. Сегодня на пути нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, мы возродили из жизни нашу республику и строим ее счастливое будущее. Ахмат, сила Аллаху Акбар, глава Чеченской республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров.
Президент Академии наук Республики Джамбулат Умаров отметил, что поступок Сталина привел к геноциду чеченского и ингушского народа. И чтобы ничего подобного больше не повторилось, сегодняшнее руководство стоит на страже субъекта с достойными воинами. Мы, понимая, в каком состоянии сегодня находится наша страна, понимая, что в борьбе с сатаной погибают наши братья, скрипя сердцем, хотим сказать всему миру о том, что чеченский народ не злопамятен, что чеченский народ не объявлял джихад русскому народу. Однако чеченский народ не забудет военно-политических преступников с фамилиями Сталин и Берия. Эта прерогатива останется в наших сердцах и в сердцах грядущих поколений. Ректор Российского исламского университета имени Кунта Хаджи Кишиева Абдурахим Мутушев также высказался о страшном преступлении сотрудников НКВД во главе со Сталиным. По его словам, этим действиям нет никаких оправданий. Прочитав дуа, собравшиеся прошли вокруг мемориала, чтобы почтить память погибших. Также во всех больших мечетях региона прошли религиозные мероприятия в 80-ю годовщину со дня выселения народов. Многочисленные верующие совершили джаназа намазы и прочитали дуа за всех жертв сталинских репрессий. ويمخع مسنح دوغ ساعة نشدولش ويبلش قدقة باخكش ساند يساعة نشدوغش ديلها خوش دو عنشتش اشتبلخش بو خوش راحة اشتمسو ماجدقاها وتنعمل بانشان تيرا دوغلا مشدش اشتمسو ريونشكاها ساعة نشدوغش ديلها خوش دو عنشتش ورانش ديوش اشتا تعبيوش بول بو ويزخلوش ديلا وتزامن شوح Сталин, как и чеченцев, репрессировал огромное количество ни в чем не повинных народов. По некоторым данным, до 1953 года их число составляет более 5 миллионов. Мадина Кураева, Сайдамин Мусаева, Ахмед Хизриев, Вести, Чеченская Республика. Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с 4-й мотострелковой бригадой продолжают удерживать линию фронта в районе Клещеевки. От попыток контрнаступления вооруженных сил Украины наши бойцы ежедневно продвигаются вглубь территории, освобождая их, а также пополнили свое вооружение новыми трофеями. Ситуация на Артемовском направлении, по словам командиров, стабильна. Отряды спецназа «Ахмат» совместно с 4-й бригадой 2-го армейского корпуса успешно идут в наступление. Ожесточенные бои проходят на открытой местности, практически в полях. На этой неделе были успешно взяты опорные пункты противника в западной части Клещеевки. Отряд спецназа «Ахмат» в данное время работает на западной стороне населенного пункта Клещеевка. Шаг за шагом бойцы продвигаются вглубь территории, освобождая их. После штурма позиций было убито около 30 укронацистов, 2 взяты в плен. Мы начали работать, начали прыгать. В тылу оставили 2, и спереди один сам один сидел. Сразу его взяли его руди, послушали его. И там в тылу 2, мы знали, что в тылу. Мы им тоже дали знать, что они не выйти оттуда. Пленные содержатся в нормальных условиях, обращаются с ними хорошо, кормят и предоставляют медицинскую помощь. По их словам, в рядах ВСУ процветает коррупция, есть также наркоманы. Много ли таких вот ребят, которые ничего, грубо говоря, не умеют, не обладают знаниями военными и попадают они на передовую? 8%. Как у вас там проходит мобилизация? Я сам на свои глаза видел, как в супермаркете молодых пацанов закидывали в бобик, за ноги тянули. Забирают ли вот каких-то, может, вы видели, инвалиды, алкоголики, наркоманы, встречались? Есть. А какой пример приведете, вот кого видели? Наркоманы. В зоне боевых действий после удачного наступления было захвачено трофейное оружие польского производства, автоматы, гранатометы, гранаты и рации. Наталья Депутатова, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.